Чабанская стоянка или ал из камушек, юрта с убранством и загона для скота. Наши мамы, бабушки, прабабушки еще в своем детстве играли в сайзанак. Всем известно, что в тувинских семьях детей приобщали к труду рано. Ребятишки пасли скот, а когда молодняк отдыхал, дети подбирали камни, изготавливали разные самодельные предметы. Например, в качестве материала использовали бересту, березы. Игры превращались в настоящий мини-спектакль из обычной повседневной жизни семьи Чабана. Дети распределяли между собой роли. А сюжетно-ролевой игре сегодня рассказали столичным школьникам. Основная цель – это знакомство с народной игрой. Когда наши предки и мы, когда были маленькими, тоже играли в такую игру. Значение этой игры заключается в том, что наши предки и мы нас учили, как ставить свою юрту, что должно находиться вот в этой юрте, в этой стойбище, какие животные, скот, мелкорогатый, крупнорогатый скот и так далее. Но все это приучалось к тому, чтобы дети, девочки с малых лет умели доить коз, коров, а мальчики умели присматривать за скотом. Мы, ветераны, направляем свою работу, Совет ветеранов города Кызыла, именно на то, чтобы эти обычаи доходили до нашей молодежи. И сегодня мы пригласили на это свое мероприятие школьников школы-гимназии номер 5 и школы номер 2. У разных народов разные игрушки, но здесь едино одно. На протяжении веков они впитывали в себя национальные особенности и отражали историческое развитие. Игра сайзанак носит особый воспитательный характер. В игре ярко отражаются образ жизни, традиции, обычаи, быт, нелегкий труд и национальные устои. А еще это тренировка и репетиция разных социальных ролей. Во времена, когда не было мест для социализации, детских садов, школ, игра сайзанак способствовала развитию мелкой моторики, фантазии, творчества и обогащению словарного запаса. Места для игр не разрушали, к ним относились бережно и с особой любовью. Мероприятие сопровождалось не только представлением об игре, но и номерами творческих коллективов. Қызанжылар, елдерінің қылдарынға хөніп киірген аялғазы. Қиғы болып, салғалдан жұттап келген. В преддверии Нового года по лунному календарю мы решили узнать у школьников, что они знают о празднике Шага, какие традиции соблюдают в семьях. В семье меня папа всегда учил, что нельзя забывать свой родной язык, праздники, традиции. Он говорил мне, что если мы забудем свою культуру, то весь наш народ исчезнет. Я очень люблю нашу культуру, и я ежегодно смотрю тувинскую борьбу в честь Шага, Надума и конные скачки. И я недавно узнал про интересную игру сайзанак. Она мне очень сильно понравилась, но я в нее в детстве никогда не играл. Мы с родителями делаем еду. Например, буза, манджи, ваталган. Мы играем в кажик вечером. И я был на обряде Сангсалыр. А с кем ты был? С папой, с братиком и братом. В настоящее время предметы для игры сайзанак изменились, как и персонажи. Теперь в детских садах, дома или во дворе дети воображают себя продавцами, врачами, учителями, артистами и так далее. У современных ребятишек большой выбор игрушек, но в детской игре сайзанак находили место все стороны культурного наследия тувинцев. Уклад семейной жизни, этикет, хозяйство, обычаи и праздники. Айра Асад, Владимир Суртукиян, телеканал Тува 24.